14 августа мы стали уже людей собирать у здания лесхоза. Здесь Владислав тоже уже обращение сделал, мобилизацию Абхазии, не Абхазии, все на защиту своей родины. Народ собрался. Здесь кое-кто из наших политиков говорили, что это вам не нужно. Когда им начали за это оружие говорить, вы же нам обещали, нашим молитвам, что если, не дай Бог, это произойдет, мы вам сколько хотите оружия, мол, доставим и предоставим и так далее. И Чагыл-то, где наше оружие, дай наше оружие. Он, если вы такие крепкие, говорит, вот там воинская часть, идите отнимите. А с воинской частью у нас уже разговор был. Там очень порядочный командир части был, который и душой, и сердцем был вместе с нами. Здесь вот ракетчики сидели. А там забрали не то 920, не то 940 автоматов. 15 числа мы уже, еще пока находились в лесхозе, там рядом находилась погранчасть, погранчасти тоже мы все оружие забрали. Они нас попросили, вот нас, говорит, здесь немного, говорит, оставьте нам столько стволов, чтобы мы могли защищать свои семьи. Естественно, мы им оставили это. Их там немного было, мы это оставили, остальное все забрали. И 15-го первая группа во главе с Султаном Сосналиевым на автобусе приехали. 22 человека в ночь с 14 по 15 августа 1992 года оказались в одном автобусе. Это были первые добровольцы из Кабардино-Балкарской республики, которые ринулись помогать братскому абхазскому народу. Когда ехали уже в Абхазию, я Султана спросил. Султан, говорю, официальная версия нашей поездки – это дипломатическая миссия. Говорю, но мы с тобой люди военные и понимаем, что мы едем на войну, в общем-то. И как он считает, абхазы вообще готовы? Я знал, что Султан был в Абхазии незадолго до этого, как военный специалист. Поэтому я спросил о его мнении. Он сказал, что да, говорит, абхазы готовы, они готовились, у них есть оружие, договоренности определенные. Когда приехали мы в Абхазию, буквально перед появлением нашего автобуса, там высадился морской десант Грузии, и бронетранспортеры там были. Мы остановились. Султан выдвинул всем такую версию, что вот мы едем в пионерский лагерь. Едем забирать оттуда детей в связи с обострением обстановки в Грузии. Сели мы, поехали дальше, нас пропустили туда. В общем, вот так вот война началась. Это дня через 3 уже после начала войны, как мы туда прибыли. Прибыло оружие, первый караван оружия. Скажите, пожалуйста, в этой войне Россия вам помогает? Здорово? Я как-то отвечал на этот вопрос, когда у меня был представитель Организации Объединенных Наций. И когда он меня спрашивал, я сказал, что действительно Россия здорово помогает. Но потому что Россия передает оружие грузинам, мы у грузин отнимаем. Оно становится нашим. Самолеты вы тоже угнали у грузин? Почему? Ваши самолеты? Почему? Самолеты мы приобрели. Вот. У России? Самолеты мы приобрели там, где это можно сделать. Но эти тоже начали нам, соседи наши, я имею в виду уже российская воинская часть, это я уже не боясь, не скрывая, начала нам помогать. Многие действительно нам искренне помогали. Например, 2 генерала, генерал Сорокин и генерал Чандаров, они все старались делать, помочь нам. Но с учетом того, что они к нам начали нас подогревать там этими боеприпасами, там несколько установок «Град» дали, там артиллерию нам дали, около 15 единиц передали БМПшки.
Уже и опыт был, уже и вооружение стало поступать. Это, так сказать, вооружение отнятое у тех же грузин. Когда нас спрашивали, откуда у вас оружие, так посмотрите номера на этих танках. Это по соглашению переданное, значит, оружие Грузии. Да.